В 2023 году малокомплектные ресурсные коррекционные классы впервые распахнули свои двери в школах номер 3, 32, 39 города Якутска. Также была открыта семейная группа на базе вновь созданной партнерской некоммерческой организации. Все это стало возможным благодаря проекту благотворительного фонда «Харысхал» в первый раз в инклюзивный класс, который был поддержан фондом президентских грантов. И подумала, что было бы хорошо придумать какой-то проект в области образования для того, чтобы узнать, как сделать образование детей с инвалидностью чуть-чуть получше. Дело в том, что я сама мама ребенка с инвалидностью, и на вот этом этапе у нас есть некоторые трудности и сложности в получении образования. И всегда возникает вопрос, почему так случилось. И мне было очень важно изучить позицию с разных сторон, для того, чтобы понять, как моя активная позиция поможет этот процесс улучшить. Вот. И мы написали проект в первый раз в инклюзивный класс, подали его на фонд президентских грантов, и он выиграл. Проект в первый раз в инклюзивный класс состоит из 3 этапов. На первом из них была организована площадка по комплексной диагностике перед школой для особенных детей, в работе которой приняло участие 100 семей. Помимо этого состоялся форум для педагогов по вопросам инклюзивного образования. Перед началом обучения в школе была открыта подготовительная летняя площадка, где дети смогли погрузиться в предстоящий учебный процесс. У меня этот лагерь – это подготовка к школе, то есть адаптация моего сына к занятиям, к коммуникации. Он здесь познакомился со своим одноклассником, с Денисом, будут учиться вместе. То есть он уже находит своих здесь друзей, учится коммуницировать с детьми. И, конечно же, вот эти занятия. Все занятия проходили в игровой форме. Дети изучали основы грамматики, правописания, математики и рисования. Для специалистов школ, где открылись ресурсные классы, работа на этой площадке стала как стажировка и представила возможность познакомиться с детьми и их родителями. Стажировка проходила с участием опытных специалистов в области инклюзивного образования Республики Саха-Якутия. У нас подготовлено, по идее, 3 занятия каждый день. Это окружающий мир, русский язык, то есть звуки и слова, да, и арифметика простая до 10. И наша основная цель – научить детей, чтобы они умудрялись, сидели, чтобы научить их усидчивости и вообще подготовить к тому, что вообще школа значит. То есть мы проводим в игровой форме, обычно всегда их приглашаем. Но мы у нас безнасильственно, мы не заставляем никого учиться. Если кто-то не учится, они просто сидят в комнате отдыха. И когда им становится скучно, они приходят и заходят и занимаются. Кроме занятий, ребята участвовали в мастер-классах и играли. А в это время взрослые решали серьезные вопросы по организации процесса обучения в ресурсных и инклюзивных классах. В рамках нашего проекта мы посчитали очень важным создать условия, в рамках которых наши дети, которые идут в первый класс, и специалисты, с которыми они будут работать, смогли познакомиться в такой неформальной обстановке, узнать друг друга получше и смогли понять, как они будут выстраивать свое взаимодействие на протяжении всего учебного года. На втором этапе проекта была разработана программа повышения квалификации для специалистов, а также заработал портал учебного центра «Харысхал». Это позволило организовать процесс обучения для более 150 специалистов и педагогов. И, наконец, наступил учебный год 2023-2024 и реализация главного этапа проекта, когда особенные дети пошли в первый класс. Педагогам зачастую приходится нелегко, у большинства из них нет опыта работы в ресурсных классах. Только совсем недавно они прошли обучение перед началом нового учебного года. Опыт приходил во время образовательного процесса в классах. Там они работают в команде, состоящей из тьютера, учителя ресурсного класса и учителя начального класса. Сложностей, безусловно, хватает, но такова работа наставника – запастись терпением и доносить знания до ребенка.
Переживания, страх и так далее появляются в начале. Ну, во-первых, это ответственность. Это совсем очень необычные детки. Они вообще замечательные. Например, с обычного класса, работая с обычным классом, с этими детьми отдыхаешь в плане дисциплины. Конечно, могут быть разные нюансы. Они же все очень индивидуальные, но они очень добрые, они очень ласковые. Поэтому, если проходит системная работа, все равно она дает какие-то свои плоды. Практика, которую нужно обязательно продолжать. Это очень хороший эффект. Потому что она дает возможность детям с особенностями чувствовать себя такими же, как все остальные дети. То есть у них равные возможности, они могут, то есть у них, получается, круг общения не ограничен, да, их ни в чем не ограничивают, и они чувствуют себя такими же, как и все. Вот это самое главное. И плюс еще что, плюсом еще является то, что не только наши дети, но и вот нормотипичные дети, да, скажем так, они тоже в какой-то степени же тоже развиваются, тоже их, скажем, мировосприятие тоже меняется благодаря нашим детям также. То есть они более становятся толерантные, более культурные. И, конечно, в них вот воспитываются все вот эти прекрасные качества, которые должны быть в любом нормальном человеке. Трудности были в том, что не все родители готовы отпускать, не все родители готовы доверить своего ребенка специалисту, и это понятно, потому что это очень страшно и тревожно своего ребенка оставлять в незнакомом месте, но хочу вас заверить, то, что все те, кто выбрал эту профессию, они знают, на что они идут и с чем они будут работать. Поэтому, уважаемые родители, прошу вас не бояться и погружать ребенка в социум. То есть наша задача его социализировать же, правильно? Вот, и поэтому в этом-то, ради этого мы все тут и собрались, все боремся за это. Без тьюторской поддержки работать с детьми с расстройствами аутистического спектра, это, так сказать, невозможно. Тьюторы помогают создать контакт с учителем. В нашем классе сейчас 7 учащихся, и у каждого свои эти особенности взаимодействия. Каждому надо объяснять, показывать индивидуально. В советское время всегда были коррекционные классы. Они давали возможность ребенку не в специализированных школах обучаться, а пройти в социализацию со своими сверстниками в обычных общеобразовательных школах. И на сегодняшний день, конечно, дети смотрят, встречаются с детьми на праздниках, на каких-то мероприятиях, и они видят, какие дети, какие бывают, стараются с ними вместе общаться. Вот, поэтому обязательно это нужно. Ребенок должен в обычной среде проходить социализацию со своими сверстниками. Хотелось бы, чтобы инклюзия была повсеместна, чтобы эти наши дети с РАС, с ДВГ, со всеми нейроотличные дети, все были задействованы в обществе, чтобы они не были забыты, чтобы они не сидели за закрытыми дверьми. Особенные первоклассники довольно активно включились в учебный процесс. У них появился шанс получить образование вместе с другими детьми. А прогресс в развитии и обучении по истечению первого года в школе отмечают как специалисты, которые работают с ними, так и их родители. В этом году мой ребенок идет в 1 класс, и я непосредственно оказалась в роли родителя, которому предстоит сделать этот нелегкий выбор. И очень было важно, что есть опыт родителей, на который мы можем опереться, и очень хотелось бы, чтобы этот процесс приобрел более системный такой подход, и фонд должен выступить площадкой для таких вот активных родителей, которые при своем непосредственном участии создают для своих детей вот такую вот хорошую историю. В ходе реализации проекта была оказана помощь 17 образовательным учреждениям, обновление материально-технической базы. Были закуплены и переданы в образовательные учреждения развивающие игры и учебные пособия. Трудно представить мир, созданный специально для людей с инвалидностью. Его попросту нет. А у нас, жителей Земли, есть один общий дом, в котором каждому человеку должно быть комфортно.